В Якутске чрезвычайная ситуация. Микрорайон Борисовка-1 сегодня буквально стоит на грани коммунального коллапса. Жители сообщают, холодной воды нет, отопления нет. Люди живут в ледяных квартирах, в домах, которые строились как временные, максимум на 3 года. Но семьи провели здесь 30 лет, и все это время капитальный ремонт так и не делался. Дома разрушаются, стены промерзают, системы ЖКХ обвалились. Жители говорят, это уже не просто авария, это системный провал. Люди бьют тревогу, потому что боятся реальной беды. Вы знаете, дома уже рушатся, все, жить невозможно. Воды холодные по 3-4 дня нет. Маневренный фонд. Нам давали его на 3 года. Мы уже здесь живем. Это 30 лет. Управляющая компания обслуживать нас не хочет. В каком плане? Дает нам протокола, чтобы мы подписали. А в этих протоколах есть такое, что если мы подпишем этот протокол, значит мы все обслуживание дома, все, что сломается в доме, должны делать за свой счет. Мы эти протокола не подписываем. Дома признаны аварийными, но только на 26-й год, а в них уже жить вообще невозможно. Так-то вроде как и Роспотребнадзор вызывали, у нас грибы в доме выросли, санэпидстанция была у нас, все запротоколировано. Ну, вы знаете, никаких сдвигов не идет. А дома уже, вот это маневренный фонд, канадские эти домики, как для рабочих, они уже давно вышли из строя. Все. Нам давали их на 3 года. Мы прожили там 30 лет, вот, например, я. Я не знаю уже, что делать. Вот. А потом сказали, 3 года прожили, еще 3 года прожили. Потом нам сказали, прописывайтесь на постоянно, квартир для вас нет. Вот и все. Как говорится, обманным способом нас сюда заселили на 3 года и отдали. А все, что временно, у нас получилось постоянное жилье. Вот.